«Дикая жизнь» он написал на русском языке. Может быть, я стала бы более чуткой, более вдумчивой, более зрелой. Наш известный первый доктор, профессиональный доктор Прокопий Несторович Сокольников очень тесно дружил с Толстым, с Львом Николаевичем. Я всегда гуглю в интернете Пушкин и Якутия, Толстой и Якутия. У нас же очень много связей. И вот я прогуглила Гоголь и Якутия, и оказывается, я-то знала о том, что наш основоположник якутской литературы Николай Денисович Неустроев, он как бы основатель вот этого жанра социально-бытовой комедии, и очень его театральные работы до сих пор пользуются успехом. Но я не знала о том, что свой рассказ «Дикая жизнь» он написал на русском языке и под влиянием Гоголя. Да, кстати, надо еще заметить, что вместе с Платоном Аюнским они осуществили перевод «Ревизора». И это мощное влияние на его стилистику, на его даже какую-то внутреннюю энергетику, оно чувствуется. И мне стало любопытно, и я прочитала эту «Дикую жизнь». И вы знаете, вот когда он писал, перед тем, как опубликовать, он никак не мог свои рассказы опубликовать, его не принимали, отказывали. И он написал Рубакину критику, что, вы понимаете, я там слабо владею русским языком, но вот мои попытки, почитайте. Вы знаете, я бы не сказала, что он слабо владел русским языком. И там не только как-то мастерство, да, там чувствуется поэтика, романтизм Гоголя. Вот смотрите, да. Речь идет «Дикая жизнь», там сенокосчики, старик Тарас, Тихон и вот сам автор, герой. Одна цитата всего. «Я не знаю лучшего наслаждения, как спать в летнюю ночь под открытым небом, когда нет комаров. Суровая земля заменяет тебе постель, а синее, бездонное, вечно спокойное небо со своим воздушным покровом как бы заменяет теплое, душное одеяло. Тайга угрюма, как тень, но приветливо сторожит твой безмятежный и чудный сон. Чистое и невинное наслаждение». Спать под открытым небом. Вот посмотрите, тоже очень много прилагательных и действа. И потом, как вы знаете, что в творчестве Николая Неустроева всегда главный герой – это люди угнетенные, там нищета, простые работники. И вот здесь тоже можно провести мостик, потому что именно в портрете Гоголь написал, вот такая шикарная у него есть цитата: «К чести нашей народной гордости надобно заметить, что в русском сердце всегда обитает прекрасное чувство взять сторону угнетенного». Вот видите, какие мощные параллели. И поэтому я собираюсь в дальнейшем еще почитать все последующие, то, что я, пробелы, можно сказать, в творчестве Николая Денисовича Неустроева. И несмотря на то, что я двуязычна и более в совершенстве владею русским языком, но якутский язык я чувствую тоже достаточно хорошо. Именно литературный язык. Жанр мягкой фантастики. Вы знаете, вот именно этот жанр, он всегда привлекал всех и художников, писателей. И что очень отрадно, что не так давно, в нулевых, можно сказать, в середине нулевых, я познакомилась с новым для себя автором «Цветы для Элджернона». Это роман, написанный Даниэлем Кизом. Хотя он написан в 1959 году, но к нам, как всегда, доходит поздно, до нашего читателя. Более доступен он стал уже после нулевых. Мне его порекомендовала
моя, как говорится, племянница, студентка, и она сказала, что «А ты знаешь, что эта книга включена в обязательную школьную программу для ну, европейцев и американских школьников». То она также включена уже и в нашу школьную программу. А, Я удивилась, а потом поняла, когда прочитала, она на меня произвела такое огромное впечатление, что я пожалела, вот если бы эта книга попала мне в руки в мои 17 лет, то кто знает, может быть, характер был уже немножко другим, может быть, я стала бы более чуткой, более вдумчивой, более зрелой, что ли. Наверное, это так. Ну, здесь я не буду подробно описывать сюжет, потому что читать его, это как фильм смотреть, нужно вот, как бы без, ну, непредсказуемость должна быть какая-то. Но речь вот о чем. Ну, часто встречаются среди нас особые люди. И вот молодой человек Чарли, ну, тоже где-то так лет 22, он, в общем, особый человек, болеющий аутизмом, ну, как бы, скажем, местный дурачок, да. Работает в пекарне, все его любят, он всех любит, жизнерадостный, да нельзя. Он счастлив по-своему. Но у него, в отличие от других, есть такая тяга к знаниям. Он ведь подростки, как, у них же принцип такой, когда они растут, они думают, почему я не такой, как все. А когда вырастают, взрослеют, они думают, а почему я такой, как все. И вот примерно такая же линия произошла с нашим героем. Он попадает в руки докторов, которые придумали ну, какое-то средство, то ли таблетки, уколы, препарат, который в качестве эксперимента его приглашают испытать на себе параллельно с мышонком Элджерноном, который тоже вот по такой же методике совершенствует свои мозговые, как говорится, навыки. И что произошло? Человек постепенно становится умнее, умнее с каждым месяцем. Прочитайте, потому что это маленькая спрессованная жизнь маленького человека, который хотел быть как все. Существует 3 экранизации этого произведения, и самая удачная, я думаю, что 2006 года, хотя была экранизация и в 90-х годах, и в 2000-х годах американская, потом французская. Ну, мне как-то по душе французская, там как-то она более реалистична. Что касается экранизации Неустроева, вот смотрели «Титейбит», это вот, кстати, к нему внимание именно из этого. Вот иногда вот фильмы и книги, они очень хорошо сплетены и очень дружат. И поэтому они как бы друг друга дополняют и возвышают, можно так сказать. А насчет экранизации Гоголя «Портрет» я скажу, что еще не было ни одной удачной. И я желаю нашим якутским режиссерам взяться за это и адаптировать ее на якутский мотив. Ну, спасибо вам за то, что вы пригласили на такую интересную рубрику. Дело в том, что я заметила, когда погружаешься, возвращаешься к книгам, которые когда-то ты или прошел мимо них, или открываешь их по-новому, это всегда такое погружение, оно цепляет одно за другим. И вот когда я копалась в интернете, я всегда вот гуглю Пушкин и Якутия, Гоголь Якутия, и вот Неустроев. Я так увлеклась произведениями и вообще публицистикой о нем, да. И я вот смотрю и думаю, вот если еще глубже углубиться в Семена Тумата с его исследованиями о Пушкине, и особенно вот я для себя открыла не так давно и очень благодарна судьбе за то, что я работаю в Национальном центре аудиовизуального наследия. Мы просматриваем старые фильмы, пленки, документальные фильмы, которые уже современный зритель вряд ли сегодня увидит. И я
В одном из документальных фильмов узнала, ну, а потом уже и прочитала, такую интересную вещь. Оказывается, наш известный первый доктор, профессиональный доктор Прокопий Несторович Сокольников очень тесно дружил с Толстым, с Львом Николаевичем. Он несколько раз у него был в Ясной Поляне. Они, ну, как-то сошлись больше по духоборничеству. И Лев Толстой ему помогал, и материально там особенно, ну, какие-то, если проблемы были транспортные. И у них переписка сохранилась. И еще я увидела в этом документальном фильме вот тот самый календарь, который подарил Лев Николаевич Прокопию Несторовичу. Именно в ожидании своего гостя такого долгожданного он подчеркивал на этом календаре вот кружочком вот эти даты. Вот он сегодня гостит, он еще будет, еще 24-го будет. И вот хотелось бы, чтобы вот такие факты из истории нашей Якутии, они не пропадали в туне, они возвращались к современному нашему читателю, к потомкам в том самом виде, как будто это было вчера, как будто это было не только с тобой, это... А ведь сколько еще таких открытий мы можем открыть? И поэтому я опять-таки считаю, что ну, хотела бы подчеркнуть, что вот все эти 3 книги, которые перед вами, они все очень гуманны, очень светлые. И вот давайте вот больше жить в этом направлении.